Эльдик, ты знаешь, как на узбекском будет «каждый день лучше»? Каждый день лучше. Har kuni yanada yaxshiroq. Артел. Опять твои креативные начала, брат. Заводов Артел по всей республике более 10 штук. Они производят сотни видов продукции. Но вы знаете, я люблю поесть, поэтому сегодня будем собирать холодильник. Посмотрите, вот это тот самый завод, где производятся холодильники. Его площадь более 30 гектар. Причем это не только завод, здесь еще есть свой собственный распределительный центр, где собирается вся продукция, а потом разводится по всем магазинам, точкам, странам, как угодно. Давайте взглянем. Сейчас мы посмотрим, как собирается холодильник, а именно все его составные части. Внешний корпус, внутреннее оснащение. Здесь на самом деле очень много элементов. Вперед! Все начинается с гранул. Их мы вот сюда засыпаем и производим тот самый пластик. Капец, тяжелый мешок. Мы засыпали стружку вот сюда. Теперь вот в этом месте оно сушится, потому что, возможно, мокрая стружка. И уже вот здесь плавится при температуре 300 градусов. В этой установке эти гранулы плавятся, а потом вот здесь вот превращаются в такой тонкий лист. Ну вы же когда-нибудь готовили какой-нибудь бешбармак? Вот хамыр, вот реально натуральный хамыр пошел. Дальше полученный лист обрезается по краям и режется посередине. Заметьте то, что все отходы сразу же измельчаются и идут на переработку. Вдоль мы уже порезали, теперь нужно порезать поперек прямо по размеру холодильника. Смотрите, как это будет. Оп! Полученные листы аккуратно складываются вот на такое палето специальное. Осторожно. Вот там вот те самые гранулы любимые наши. Здесь они опять нагреваются до 250 градусов, мгновенно остывают до 40 градусов. И потом вот эта машина нам выдает уже готовый продукт в то самое место, откуда мы привыкли вытаскивать овощи, фрукты и все остальное. Вот оно уже готово. О! Тепленькая, тепленькая, как пирожок, с пылу жару. Вот, собственно, все виды продукции, которые производятся таким образом. Мы не будем показывать все, но принцип один и тот же. Вот это производится также, вот это. В общем, все, что внутри холодильника, выдавливается вот такими автоматами. Внешний корпус холодильника состоит из металла. Завод его закупает вот в таком виде, это рулон листового металла. Дальше его очищают, ставят вот сюда на этот станок, после чего эта линия, точно так же, как тот самый пластик, его разрезает сначала продольно, а потом поперечно. Из этого рулона получаются вот такие листы. И это обрезка. Кстати, обрезка идет тоже на переработку, поэтому производство абсолютно безотходное. Итак, листы нарезаны, мы их загружаем в эту огромную линию. Запускаем ее. Опа, пошла работать. Здесь наш железный лист начинает свое путешествие. На этом станке его жестоко продыряют. Сделают все возможные дырки, чтобы потом собрать на холодильник. Вот тут его нежно перетащат на другую линию. Эта линия очень интересная. Там ничего не видно, но я вам объясню на вот этом примере. Идем сюда. Видишь,
железный лист нужно загнуть с разных сторон. Именно и это происходит здесь. Очень важно увидеть вот этот момент, потому что мне он лично очень нравится. Здесь лист разделит на два. Опа! И получили два листа. Дальше происходит дальнейшее загибание уже с других частей. Именно эти станки это и делают. Видите, человек все управляет вот отсюда, буквально одним нажатием кнопки. Вот они и приехали, готовые к монтажу. Грузим их вот на такую тележку и поехали дальше. Помните те самые листы, которые мы грузили с LDR-ом? Они приезжают вот сюда. Здесь из них сделают внутренности того самого холодильника. Вот эту вещь. Тут происходит буквально магия. Это все дело нагревается, тот самый лист, где-то до 100 с чем-то градусов. Потом листу, разогретому до 100 с чем-то градусов, придают форму. Давайте увидим, как это происходит. Вот он приехал, его зажали, и сейчас его выдавят. Потом какое-то время он должен постоять, после чего получается вот такой продукт. Видите? Обрезают края, делают их абсолютно ровными. Потом подают дальше на линию. Идем за мной. Вот он приехал к нам. Опускается. О, горячий, как пирожок. Воля. Как тебе мой холодильник, а? Сейчас посмотрим. Все на месте, все четко. Классно собрали, поздравляю. Эх. Ништяк. Спасибо. Hamını olasanı almashtırıyor. Вот те самые холодильники, которые мы собрали. Теперь в них нужно заполнить изоляционную пену. Это происходит прямо вот здесь. Идемте, я покажу. Вот так вот укладывают наш холодильник, как маленького ребенка. После, вот осторожно, вот этот автомат приезжает в нужное место. И если вы посмотрите, то холодильник опять нагревает немного, зажимает, и этот аппарат туда закачивает изоляционную пену. Посмотрим на процесс. Выглядит эта пена примерно вот так вот. Вот наш холодильник, он уже заполнен пеной, и теперь он может держать холод. Но он все еще в нерабочем состоянии. Туда все еще нужно установить, угадайте что? Правильно, компрессор. Мы установили с вами компрессор, после этого нужно соединить все медные трубки, чтобы залить туда хладоген. Это делается высококвалифицированным сварщиком. Посмотрите как. Здесь агрегат соединяется специальным вакуумным насосом. Специально для того, чтобы подготовить систему к заправке хладогена.
Это происходит прямо сейчас на ваших глазах. Мы сканируем штрих-код, система сразу определяет, что это за холодильник. Дальше мы подсоединяем эту установку вот сюда. Блин, капец, мне страшно. Ну, вроде бы установил. И теперь остается нажать эту кнопку. Мне капец страшно. Вроде бы пошло, да? Я сборщик. Смотрите. Injection. Теперь я могу вытаскивать, правильно? Наши холодильники готовы к эксплуатации, но сначала их нужно проверить. Вот здесь вот происходит проверка на утечку, а здесь проверка на электробезопасность. После того, как все нормально, сканирует штрих-код, и холодильник идет дальше. Вот наш холодильник уже и готов, но его нужно что сделать? Конечно же, забрендировать. Итак, это делается вот таким вот волшебным образом. Раз, контакт есть. Берем вот эту наклеечку. I'm a disco dancer. Так. Вот тут посложнее. Мы проверили холодильник 2 раза, но этого мало заводу Артель. Каждый холодильник подключается вот в этой системе и работает на протяжении 40 минут. Если все нормально и датчики ничего не показали, тогда с той стороны он выходит и идет дальше на упаковку. Вы видели, на холодильниках присваивают специальные коды А+, Б+, и так далее. Это происходит именно вот здесь вот. В этой камере воссоздается внешняя температура от минус 40 до плюс 50. При этом холодильник должен работать нормально. Вот на этом пункте все приборы показывают, и если все окей, холодильник идет дальше. Миллион раз проверили холодильник, он точно работает. Теперь в него нужно засунуть маленькие части. Помните, полочки, крышечки, их устанавливают и крепят специальным скотчем, чтобы при транспортировке ничего не сломалось. Здесь ребята на 2-метровой высоте ставят все, что нужно, упаковывают, но вот эту вещь вы должны увидеть. Это называется обвязчик. Опа! Я всегда думал, как они это делают. А все происходит вот таким образом. Давай. Опа! Над нами едут те самые холодильники. Они едут в распределительный центр, откуда дальше по всем магазинам, складам и другим странам едут. Этот распределительный центр занимает площадь 24 тысячи квадратных метров или 4 футбольных поля. Более того, здесь 20 тысяч по летам мест. Просто это надо видеть. Высота потолков больше 12 метров. Я, честно говоря, просто здесь можно потеряться и не найтись. Самое интересное, что со всех заводов компании Артель именно сюда стекается вся продукция. И именно отсюда она уже дальше распределяется по всем дистрибьюторам в другие страны, магазины и так далее. Вот именно вот так можно поднять экономику. В советское время на территории находился тракторный моторный завод, но после распада Советского Союза он пришел вот в такое состояние. В 2012 году в него вложили кучу денег, и в течение 3 лет он превратился уже вот в это. Компания Артель работает с такими мировыми брендами, как Шиваки, Samsung, но у них есть центр исследований, разработок и развития, где они производят свои собственные модели. Вот, например, вентилятор. Прямо здесь мы можем посмотреть его технические характеристики. И вот что мне очень понравилось, можно сразу же разобрать его на запчасти. Здесь видно, какие детали производятся здесь, на заводе, а какие импортируются. Вот здесь сотрудники могут расслабиться и поиграть в Doom или еще в какую-нибудь игрушку. Ладно, я шучу. На самом деле, вот здесь вот, прежде чем запустить завод, можно по нему погулять и посмотреть, как вообще внутри все будет устроено. Таким образом, можно избежать любых ошибок при проектировании, потому что
при производстве используются огромные вот такие вот машины, которые вы видите. И вся вот эта вот конвейерная лента должна быть правильно установлена. Таким образом, мы можем увидеть, как у нас все получится еще до того, как все построим. Вы думали, это все, но нет. У завода Artel есть подразделение Artel Robotics. И они изготовили, не поверите, вот этого робота. Его зовут Neo. И этот чудо-робот, видите, он сам поехал. Его софт разработали сотрудники Artel Robotics. Все собственное производство, корпус, начинка. Он сканирует пространство и выбирает оптимальный маршрут из точки А в точку Б. Объезжает все препятствия сам и выбирает нужный маршрут. Так, что происходит? Что ты с ним делаешь? Он, видишь, он уезжает. Слушай, он не рассчитан, то, что какой-то бешеный киргиз придет и будет перед ним вот так вот стоять. Слушай, народ работал над ним годами не для того, чтобы ты его сейчас сломал. Он портит всю передачу вообще. Что происходит? Он молодец, объехал. Он молодец, он развернулся, он показал тебе, что он о тебе думает, и поехал дальше. И еще что интересно, он полностью автономный, он даже сам едет на зарядку. Вес прототипа составляет 30 килограмм, сейчас он может поднимать 40 килограмм. Но разработчики обещают, что могут сделать такого робота, который сможет поднимать целую тонну. Вообще его разработали для нужд завода, складов самого Artel. Но я уверен, что он будет пользоваться спросом на всех других производствах. Вообще на СНГ, насколько я знаю, нету ничего подобного. Дорогие зрители, дорогие друзья, на нашем канале есть традиция, что после каждой передачи мы разыгрываем призы и подарки от производителей или от наших гостей. И сегодня мы разыгрываем холодильник. Вот так вот. Разыгрываем холодильник от Artel. Они предоставляют его. Это для зрителей и граждан Узбекистана. Условия конкурса очень простые. Вам нужно будет снять видео, короткое интересное видео с присутствием любой бытовой техники Artel, будь то холодильник, стиральная машина, либо чайник, и выставить в Инстаграм с хэштегом канала Чингиз Алханов. Вот он. Победитель получает Холодильник. холодильник. Ильдар, смотри, ну вот сколько заводов пустуют, которые со времен Советского Союза просто ничего не производят и разваливаются. А смотри, здесь какой крутой кейс. Реально, можно сказать, совсем недавно, да, здесь ничего не было. Самое интересное, Узбекистан ломает все стереотипы. Ведь что знают о Средней Азии, в частности об Узбекистане, что это дыни, плов, там что-то. А здесь сегодня мы увидели робота. Робота собственной разработки на собственном софте. Это классно. И я очень рад, что наши соседи, узбеки, развиваются полным ходом. Да не просто полным ходом, они опережают очень много стран. Это было уникально, ребят. Мы реально не поверили, что нам покажут какого-то стоящего робота. Но то, что мы увидели и увидели вы, это было реально круто, согласитесь. Ну а самое главное, Чингиз, благодаря этой передаче ты теперь спокойно можешь взять и устроиться вот на этот завод. Главным технологом как минимум. 100%. Ну, на полставки мне уже предложили. Ну, надо сказать, наше любимое, да? Наша любимая, давай. Нажимайте на колокольчик, Подписывайтесь делайте супер комментарии. и ставьте лайки. Обязательно. Всем пока!